Огромная вероятность угрозы для нашего народа. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о каких шокирующих фактах и опасности рассказали в ОДКБ. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. О победе над ИГИЛ отрапортовали все, кто мог и не мог. Американские генералы, иракские чиновники, сирийские дипломаты. Путин еще, будь он не ладен, раз 5 или 6 заявлял, что с ИГИЛ покончено навсегда. Но все эти рассказы оказались или ложью, или попыткой выдать желаемое за действительное. ИГИЛ жив и очень опасен. На север Афганистана были переброшены 400 боевиков террористической организации «Исламское государство Ирака» и Леванта ИГИЛ. Об этом заявил 15 сентября на брифинге начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает ТАСС. Сидоров отметил, что террористы были направлены в северные афганские провинции Бадгиз, Джаузджан, Кундуз, Тахар и Бадахшан с целью совершения терактов и нападения на гражданские и военные объекты. По его словам, в целом в Афганистане сохранился высокий уровень террористической активности. Жертвами террористов в республике в 2022 году стали около 250 человек, более 1000 получили ранения. При этом основными объектами атак стали высшие должностные лица из руководства радикального движения «Талибан», заключил глава штаба. Отметим, что среди основных целей террористов также оказывались представители этнорелигиозного меньшинства – хазарийцы. Напомним, что 5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле подорвался террорист-смертник из ИГИЛ. Как вы относитесь к тому, что ситуация накаляется, и об этом уже говорят даже в ОДКБ и опасаются? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудник консульства вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По другой версии, смертника успели застрелить боевики из радикального движения «Талибана», охранявшие внешний периметр российского посольства. Однако от выстрелов произошла детонация взрывчатки, имевшейся у террориста. В результате погибли 2 сотрудника российского посольства, второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт, сотрудник службы безопасности Адыгджи Кужугет. Кроме них погибли 2 боевика Талибана, охранявших внешний периметр посольства, и не меньше 6 гражданских афганцев, находившихся в очереди. И точечные убийства будут продолжаться, как будут повторяться и масштабные нападения игиловцев на те или иные объекты. Джихадисты обязаны постоянно напоминать о себе, демонстрировать свою силу и готовность эту силу применять. Иначе люди отвернутся от них. У них не останется ни спонсоров, ни резервистов, ни даже сочувствующих. Происходящее в регионе, да и в мире в целом, этим людям только на руку. Бедность, политический хаос, войны и бунты – это почва, на которой группы вроде ИГИЛ цветут и колосятся. Поэтому пока на Ближнем Востоке, да и в других регионах тоже, не будет хотя бы относительного достатка и покоя, ИГИЛ будет вновь и вновь пытаться заявить свои права на нашу планету. Как вы относитесь к тем ситуациям, которые сейчас происходят, и к тому, что ИГИЛ стал активизироваться? Многие эксперты говорили, что Талибан сотрудничает с ИГИЛом, но как объяснить это? ИГИЛ внутри страны, которой управляет Талибан, устраивает такое, и нет никакой реакции на все это. Как вы думаете, действительно ли они сотрудничают между собой, и это какая-то провокация, или Талибан на самом деле не может контролировать ИГИЛ, и потому это все происходит? Только у Завахири в частности, но и у Аль-Каиды в целом действительно были довольно тесные отношения с талибами. Они очень близки. Даже браки между собой заключали. Эти отношения очень глубокие. Это не просто отношения по расчету. В отличие от отношений Талибана с группировкой «Исламское государство», там речь идет о заклятых врагах. И есть ли угроза для нашей страны? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!